Мы отправляемся в Туймазинский район. Назвать это башкирской глубинкой не поворачивается язык. Башкирская нефть, открытая в окрестностях Туймазу в 40-е годы прошлого столетия, дала мощный импульс для развития целого района. И сегодня это один из экономически развитых районов Республики Башкортостан. Как и вся республика, туймазинцы очень многонациональные. Туймазинские башкиры, татары, русские внимательно следят за зеленым дерби, но болеют за Салават Юлаев. Кстати, в этом районе проживают башкиры целых аж 7 башкирских родов. И про себя они говорят «без ык буе башкортлары». Представляете? Ранее сказали, что мы сейчас находимся, так скажем, на территории тех самых икских башкир. Вот один из представителей рода Канглы, Таслимапай. Таслимапай, хаумагад. Вы... Идрис, мен Канглы руынан, өзім Абдурахманова Таслимай Муса қызы болам. Үк бұйы башқұртларына, үк елғасы бойында ұлашқан башқұрт рулары кілейінде, біздің Туймазин районында олар жейді рудан тұралар. Мен бүгін енді сізге өзімнің ауылымда, Үрмеке ауылының Қаңлы руының руында қысқашағына сөйлеп кетмекші болам. Мен ең бірінші өзімнің родым білән, өзімнің қабилем білән қызықсынып кеттім. Һәм өзімнің ата-бабаларымның нендей нәсілден болулары білән қызықсынып, енді шәжәремні ясый башлаган едім. Ләкин меңә бик қызық болып тыйылды Үрмекей ауылының қайдан келіп шығуы. Біздің Үрмекей ауылы халқы 1710 елның 3 октябрында Қаңлы руының Қангелден Үрмекей деген кіші түп негіз салған. Безусловно, радостное событие – это то, что распахнул свои двери историко-культурный центр в Туймазах, именно башкирский историко-культурный центр. И вот руководитель, я правильно понимаю, руководитель как главный специалист. Главный специалист Альберт Исмаил. Альберт, расскажите, пожалуйста, зачем вот здесь историко-культурный центр, да, вот что здесь будет, какие цели, какие задачи ставите вот и перед собой, и вот, в принципе, перед всеми вот башкирами наших родов? Культурный центр, он здесь уже давно напрашивается, потому что активно ведется работа местными краеведами. Это и поисковые команды, это и краеведы, которые занимаются сбором экспонатов. Вот они, на каждый экспонат заводят паспорт, указывается имя владельца, место проживания, по возможности и его родословные. То есть я больше родословной занимаюсь, и мы как бы совместно, бок о бок, выполняем эту работу. Очень активизировалось, во-первых, население. У них очень большой интерес в поисках своих корней, своих каких-то традиций. Наш центр заживет активной жизнью, двери постоянно открыты. Я думаю, здесь будут проводиться какие-то мастер-классы, встречи официальные, неофициальные. Здесь же мы будем помогать составлять шеджире. Для этого у нас все есть. Компьютер, карта башкирских родов, практически вся серия истории башкирских родов. Также дополнительные справочники, где еще более подробная информация по всем деревням нашего района. И мы уже начали составлять шеджире родословные по каждой деревне прям даже. То есть даже многие, наверное, жители не знают, что у них уже есть шеджире. То есть достаточно, если они придут к нам в центр, скажут, с какой они деревни, и скажут, какая у них фамилия. Я думаю, вот, ну пусть будет 50%, не будем забегать, хотя, скорее всего, больше, по минимуму скажут, 50%.
что его Шиджире мы быстро можем восстановить, а может быть уже среди готовых есть. Хочется пожелать, естественно, историко-культурному центру только успехов, только для того, чтобы люди действительно больше, я не знаю, просвещались. Вот, и, может быть, в завершение, что вы могли бы сказать? Вот, что могут обрести сюда, придя люди? Придя сюда, люди приобретут знания. Знание – это свет, знание – это конец спорам, знание – это уверенность в себе и уже уверенно идти по жизни вперед. Рахмат, спасибо большое. Давайте так. Рахмат. Безусловно, важным событием вот сегодняшней поездки является это то, что открывается бюст великому и, конечно, известному нашему генералу Мингали Мингазовичу. Он на территории гимназии номер 1. Все мы знаем, конечно же, героические поступки и походы нашего героя, но сегодня у меня появилась возможность пообщаться Ильгизар Абымен. Ильгизар Абы – это сын одного из, получается, воинов башкав-дивизии. Очень приятно. Первоначально они занимались на станции Дема учебой. Воинскую учебу все командиры их готовили к воинскому делу. Потом дружно под руководством своих командиров грузились в эшелона, лошадей, сами грузились. И, первое боевое крещение дивизии приняло в Сталинградском направлении. Дальше уже пошли знаменитые рейды. И в одном из этих знаменитых рейдов, в районе Карцы-Дебальцево, при выходе уже на прифронтовой зоне отца ранило. И, он попал в госпиталь, долго лежал. После госпиталя отца направили на месяц на короткий отпуск домой. В итоге на свет я появился. Должен сказать, что он и его друзья очень хорошо, такой добротой, теплотой вспоминали про своего командира и гордились им. И всегда какое-то у них возмущение было, почему ему до сих пор не дали героя. Он так, говорит, повел себя, потому что в то время башкирская кавалерийская дивизия прославилась во время особенно рейдов. И там прифронтовые газеты очень хвалили генерала Шаймуратова о том, что он такой отважный. Таких отважных воинов привел на освобождение вот той части, где они воевали, то есть района Дебальцево, вот эти места. Что историко-культурный центр, что открытие бюста легендарному Камдиву или школьные поисковые отряды и также, конечно же, составление Шиджире – это все вклад в единую копилку. Видно, что люди, конечно, с большим интересом относятся к своей истории и хотят сохранить и узнать о себе побольше. Таким был выпуск про икских башкир. Это Батыр Шоу. Спасибо за внимание.